Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Июнь в Якутии месяц эсэха. И сюда устремляются многочисленные гости из других стран и регионов России. И в эти дни оживляется не только культурная, но и деловая жизнь. Второй дальневосточный медиафорум «Дальний Восток и Арктика. Влияние СМИ в формировании имиджа макрорегионов в глобальном медиапространстве» собрал известных журналистов, политиков, представителей общественности. И сегодня гость нашей студии – журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, с приездом Спасибо. на якутскую землю. Желаю, чтобы ваше присутствие, прибытие и время, проведенное здесь, осталось у вас в памяти надолго, в хорошем смысле этого слова. Спасибо. Ну и что касается региональных СМИ, месяц назад аналоговое телевидение перешло на цифровое, практически все регионы нашей страны, но по сути это ограничило доступ к региональным каналам, которые остались, к сожалению, в аналоге. На ваш взгляд, почему региональные каналы не включили во второй мультиплекс? Это больше технические или финансовые проблемы, или все-таки нежелание властей федерального уровня эту проблему как-то услышать и решить? Ну, давайте сразу поговорим, как говорится, жестко и откровенно, потому что я общественник, могу себя не сдерживать. Собственно, я этим и занимаюсь на площадке Общественной палаты. На мой взгляд, региональное телевидение должны были и обязаны были включать в первый мультиплекс, в первый, вот самый бесплатный, открытый и популярный пакет. Но в последний момент заменили на общественное телевидение России, а также, и в этом есть на самом деле серьезная несправедливость, на канал ТВЦ, который является каналом правительства Москвы. То есть получается, что да, то есть все звери равны, но есть и более крупные. По поводу второго мультиплекса, это просто, на мой взгляд, издевка и плевок в жителей, ну, например, любой российской глубинки. Я об этом много раз говорил, всегда можно проверить. Сейчас, так сказать, есть такая шутка, да, значит, Яндекс помнит все, поэтому подтверждение моим словам можно найти. Почему кто-то решил, что условной бабушке, живущей где-то в любой глухой, относительно глухой российской деревне, важнее канал Первый мистический, какие-то, извините, поющие трусы какие-то, вот это музыкальный, и еще пара каналов, да, вот, а особенно про путешествия, да. Нет, канал «Пятница» хороший, он качественно сделанный, но когда, еще раз говорю, в глухой деревне живет семья и видит, благодаря второму мультиплексу, бесплатно получает канал, где им рассказывают, как с золотой карточкой, безлимитной, вы можете отдохнуть на берегу Тихого океана, значит, посещать Калифорнию. Это просто, это хуже, чем плевок. Это, просто какая-то издевка. Потому что всем этим людям нашим нужно и важно смотреть свое родное региональное телевидение, которое рассказывает о проблемах, о радостях, о горестях. И в том числе за счет прямого эфира, вот как у вас, позволяет иметь канал обратной связи, в том числе для выпуска пара, для решения, пусть и небольших, вот этих локальных проблем. А вместо этого, ой, смотрите, там розовый фламинго, потому что дитя заката. То есть это, как переиначу крылатую фразу, то есть это хуже, чем преступление, это ошибка. И она в среднесрочной перспективе очень к плохим последствиям приведет. Ну а тогда напрашивается вопрос, какая-то работа ведется по тому, чтобы региональные каналы были включены в третий мультиплекс, который, может быть, когда-то появится? Третьего, да, пока нет. Мы постоянно находимся в очень жестком диалоге с органами власти о том, что этот мультиплекс третий необходим. Пока нашлось несколько таких промежуточных решений и про 21-ю кнопку в кабельных сетях, и про возможность для больших региональных каналов сейчас иметь хотя бы врезки ежедневные 5 часов на канале Общественного телевидения России с 6 до 9 утра и с 5 до 7 вечера, в том числе с возможностью прямого эфира, но без рекламы. Это не то что половинчатое решение, это, скажем, 20% от решения проблемы. То есть приходится вот так в час по чайной ложке. Бьемся везде, доказываем необходимость регионального ТВ. Проблема просто, ведь, на мой взгляд, проста. Это лоббизм. Лоббизм больших игроков, вот этих федеральных каналов, особенно федеральных развлекательных, потому что речь же идет про рекламный пирог. Вот и все, ларчик просто открывается. То есть кто-то будет говорить, нет, это какой-то вселенский заговор. Нет этого заговора. Просто вот эти вот большие люди в Москве в больших кабинетах ходят и говорят, зачем
отдавать рекламу на якутском рынке, значит, НВК «Саха». Нет, давайте мы тут поделим и будем собирать на себя. Вот и все. Выкачивать из регионов деньги. Ну, я так понимаю, что важность региональных каналов для вас очень велика. Абсолютно Какие очевидно. задачи, как вы думаете, должны преследовать региональные средства массовой информации? Нет, ну, региональные СМИ и региональное ТВ, в частности, это вот самый действенный канал коммуникации между властью и обществом, между обществом и властью. И за счет, как я уже сказал, прямых эфиров, инновационных разных форм, вот именно такой, да, обратной связи, журналисты понимают, что происходит там в самых дальних уголках своего региона. Люди могут там через СМИ, ну, используя как четвертую власть, пожаловаться, привлекать для решения своих проблем, для того, чтобы до власти достучаться, на нее надавить. То есть это работает, и это всегда будет работать. Во многих регионах, к сожалению, забытый жанр – это большие такие дискуссии, ток-шоу, когда в большой студии собираются люди, общественность региона, чиновники, и в прямом эфире обсуждают какие-то значимые проблемы для региона. Там, да, можно в режиме марафона. Масса образовательные, культурно-просветительские истории. Очень большой популярностью пользуются такие большие проекты на полгода, на год, когда определяют самых там достойных людей, живущих на земле этого региона, в прошлом или ныне живущих, скажем так, герои повседневных дней, то есть вот герои среди нас, да, то есть таких же масса людей, и о них нужно рассказывать, их нужно рекламировать, продвигать, чтобы тебе жизнь не казалась беспросветной из-за того, что ты начитался с утра плохих всяких дрянных новостей в интернете, а ты благодаря региональным СМИ узнаешь, что да полно всего хорошего, просто нужно повнимательнее присмотреться, и твоими глазами в этом плане выступают, конечно, региональные СМИ. Ну, вот это одна из главных тем медиафорума – формирование и продвижение регионального имиджа через средства массовой информации. Но какая здесь роль может быть отведена именно региональным СМИ? Потому что зачастую вся полезная, нужная информация, важная, которую люди должны, по идее, узнать о регионе, остается внутри региона. А на федеральных каналах у нас только вот Украина, Запад, санкции и НАТО. Я убежден, что должен быть так называемый госзаказ на хорошее, потому что сейчас хорошо продается негатив. Негативная повестка собирает трафик. То есть там, да, убили, съели, расчленили, все взорвалось, разлетелось. О, как интересно. А хорошее тоже можно подавать интересно, рассказывать интересно. Но это затратно. Потому что я уверен, что профессиональная съемочная группа вашего телеканала может в самый там дальний уголок Якутии забраться и что-то интересное привезти. Но это же надо поехать, там, это расходы. И получается, что во многих регионах журналисты руки опускают, потому что у них не хватает средств на вот такие спокойные, качественные, позитивные репортажи. И государство должно в это вкладываться, потому что и природа не терпит пустоты. Если ты доброй, честной, но интересно сделанной позитивной картинкой не заполняешь, то в эту лакуну приходит что-то другое. Некачественно сделанное, тяп-ляп, какими-то блогерами там сочиненная чушь негативная, и она разъедает сознание. Мы о каком можем имидже тогда регионов говорить, когда люди, живущие там далеко, за пределами там, Дальнего Востока, или даже на самом Дальнем Востоке, вот читают тебя в телефоне: о, тут плохо, тут плохо, тут плохо, тут плохо. Так, а как хорошо? И чиновники говорят: рассказывайте о хорошем. Так мало призвать, надо помогать в этом, надо вкладываться в это. Не то, что вот там, давайте я вам, Иван, буду там платить деньги там из бюджета, а вы будете хорошее рассказывать. А в умные проекты, через гранты, для того, чтобы Иван мог от основной работы отвлечься и там на неделю уехать снимать там документальный фильм, качественный, там, с летающими этими, значит, с дронами, квадрокоптерами, с научными и историческими консультантами. Это все можно делать, и тем полно под ногами. Но нет, у нас вместо этого предпочтут обязательно провести очередной какой-нибудь круглый стол, где вот будет 200 человек сидеть там и вот так вот, и записывать. Что сделать нам, чтобы
новостей было больше позитивных. Их создавать надо. Создавать и поддерживать тех, кто это делает. Ну, помимо журналистской и общественной деятельности, вы возглавили недавно созданный фонд защиты национальных ценностей. Чем этот фонд занимается и какие цели, как руководитель, вы перед собой ставите? Это НКО, которое мы позиционируем как аналитический центр, как то, что на Западе называют словом think tank, мозговой трест, мозговой центр, который изучает то, что мне теперь, как журналисту-международнику, близко, вмешательство третьих сил в нашу политическую жизнь, изучаем работу социальных медиа, технологии, которые там используются для того, чтобы предотвратить искусственное вмешательство в жизнь как российских регионов, так и нашей страны в целом. И у нас большой блок связан с образовательной деятельностью и с правозащитной. Оказалось, например, что десятки россиян, находящиеся за пределами страны, не защищены вообще никак. Я, когда коснулся вот этой темы, ужаснулся. Причем кто-то может сказать, что это далеко там, от нас, там, от простых зрителей, ничего подобного. Вы в любой стране мира сейчас можете быть, как гражданин России, за то, что у вас такой паспорт. Задержаны быть можете, унижены, брошены в тюрьму по любому обвинению. И вот дальше оказывается, что не работает механизм. То есть к вам придут из посольства, на вас навестят, скажут, ну так, там, может быть, в камеру получше переведут, сделают заявление. И где вы возьмете адвоката? Кто этого адвоката будет оплачивать? Кто будет вообще заниматься с вашими, значит, расходами и опекой там, бороться за вас? И в итоге у нас десятки, если не сотни россиян по всему миру сидят в тюрьмах по надуманным обвинениям, а родные вынуждены даже квартиры продавать для того, чтобы хотя бы часть расходов покрыть. Поэтому мы сейчас несколькими такими делами занимаемся, в том числе привлекли деньги там, на оплату как раз адвокатских расходов по нескольким громким делам. Но кроме международной повестки мы будем сейчас заниматься и в российских регионах, там целый ряд проектов, связанный с образованием и развитием талантливой молодежи. Ну и вопрос напрашивается сам собой. Были вы в Якутии раньше, и как журналисту и как общественнику, что бы вам больше всего хотелось посмотреть в этот приезд? Нет, я первый раз в Якутске, очень много слышал о городе, у меня здесь есть знакомые по профессиональной моей деятельности, очень много наслышан о работе вашего телеканала, телекомпании на самом деле. И вот опять же, видите, здесь закругляясь, можно сказать, что вы-то как раз и доказываете качество работы региональных СМИ тем, что у вас несколько каналов. Вы работаете на разные сегменты аудитории, и каждому находите что-то свое, нужное, полезное, интересное. Так вот он ответ на вопрос, зачем нужны региональные СМИ. Потому что если не будет их, то кто вообще тогда жителям, как хотя бы Якутии, будет показывать вот прекрасный праздник, да, завтрашний, на который съезжаются люди из разных даже стран, потому что я летел на самом деле в самолете, вот сегодня ночью, у нас пол салона это иностранцы. Причем как из Азии, так и, по-моему, из Турции, там еще на арабском разговаривали, они летят сюда. И только региональное телевидение может выгнать эти передвижные телевизионные станции, показывать в прямом эфире и завтрашний праздник, и целый ряд абсолютно вот региональных событий, там спортивные, молодежные, патриотические, исторические, там какие-то культурные программы, фестивали реконструкций. То есть это все можно и нужно делать, и кто вот это все может в прямом эфире часами показывать, потому что это изюминка региона, это то, о чем вы меня спрашивали, то есть как создавать позитивный имидж, как продвигать регионы. Вот она, работа региональных СМИ, и об этом я буду даже не говорить, а, видимо, кричать на медиафоруме. Александр Александрович, я благодарю вас за беседу, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам, во-первых, хорошего отдыха, во-вторых, плодотворной работы на якутской земле. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». В нашей студии был журналист, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. До встречи в эфире.